Настоящий театральный бум. Пока столица Дагестана готовится принять 16 лучших творческих коллективов страны, Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии в процессе подготовки. Многонациональный и одной из самых колоритных республик страны пройдет 7-й Всероссийский фестиваль театров «Русская сцена». Наша делегация везет в Махачкалу спектакль «Преступление и наказание». Преступление и наказание. Страницы прошедшего с эпилогом. Ахмеду непросто, он сейчас практически без выходных почти работает, делает эти вводы. Вот, плюс у нас сложно, потому что мы там переговоры ведем, вот только сейчас определились по дате. Вот, играем мы 27-го. Почему такие пертурбации? Потому что нам нужна большая площадка, оснащенная. Знакомое «Преступление и наказание», но уже в другом формате. Раскольников основной, первый и второй. Здесь у Родиона 3 личности: студент, альтер-эго и его герой из будущего. От его лица и идет повествование, он же основной. Над спектаклем работал известный московский режиссер Михаил Файгин, автор многих творческих идей. Каждый подошел к материалу очень бережно. Мы сразу определились, что с Достоевским шутить мы не будем. Это как бы не тот случай, да, и мы очень серьезно он отнесся ко всему, что касается, то есть сохранено все абсолютно, идеи Достоевского, типажи, все абсолютно, то есть максимально приближено все было по времени, по состоянию, по образам, по всему к тому времени, к тому, о чем хотел сказать Достоевский. А сама задача, да, ну, понятно, там быть или не быть, то есть можешь ты или тварь ты дрожащая, да, то есть вот это, мне кажется, до зрителя донесено, вот этот вопрос Достоевского. Основная часть мероприятия пройдет в Русском драматическом театре имени Горького, Кумыкском и Аварском музыкально-драматических театрах. Из 70 спектаклей на фестиваль отобрали 16 лучших, а именно коллективы из Санкт-Петербурга, Ярославля, Майкопа, Иваново, Ингушетии. На протяжении недели участники покажут дагестанцам свои лучшие спектакли от национальной драматургии до мировой классики. Это, во-первых, очень важно для труппы. То есть развитие, такой труппа не штампуется, труппа развивается, она смотрит в другие театры и видит себя со стороны, а не то, что только в собственном соку варится, да, и зритель, который воспринимает то, что вот ему подают. Здесь нет призовых мест, но сразу после выступления эксперты вместе с участниками соберутся в зале и начнут обсуждение, что удалось и над чем еще стоит поработать. Оценивать работу будут критики в лице ректора Высшего театрального училища Щепкина Бориса Любимова, заместителя руководителя Государственного академического малого театра России Валерия Подногородинского и заслуженного деятеля искусства Российской Федерации и режиссера Мавлета Тулпарова. Здоровая, правильная, нормальная театральная критика профессиональная. Вот, это тоже очень полезно. Знакомство, общение с другими коллективами, развитие. И самое главное, не самое главное, но очень важно, на мой взгляд, архиважно, да, это повышение как бы, да, нашего статуса, то есть профессионального статуса, да, за пределами республики. Мероприятие имеет большое значение для развития театрального искусства и культуры всего региона. В рамках фестиваля также пройдут творческие вечера и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.